Из миграционной службы, проверка документов. Я бы взял бритвенные принадлежности, мыло, комплектов 20 продуктов быстрого приготовления, запасную пару трусов, 2 пары носков. Обязательно, если есть в распоряжении российские законодательные акты о въезде и выезде, о государственной границе, о правовом статусе иностранных граждан, координаты посольства, контакты земляков, к которым можно обратиться за помощью, запасную сим-карту, запасное зарядное устройство для своего мобильного телефона, записную книжку, а может быть не одну, а несколько ручек и документы, копии своих собственных документов с тем, чтобы при необходимости можно было сдавать копии или предъявлять копии документов, а не оригиналы. Какие предметы запрещено ввозить в Российскую Федерацию? Как вести себя с сотрудниками правоохранительных и пограничных органов в случае, если начинать к нему придираться? Куда можно позвонить, чтобы пожаловаться на сотрудников правоохранительных органов? Подлинный ли является имеющий у него документы, в том числе, если он прилетает по визе, его виза, и куда надо ехать после того, как он прошел таможенный и пограничный контроль. Два документа. Если это безвизовый въезд, это паспорт, иммиграционная карта, возможно, потребуется человеку иметь при себе сведения о том, где он проживает, где он остановится, кто его ждет. Он должен ответить на вопрос, цель въезда, где он планирует остановиться, был ли он ранее лицом, выдворенным за пределы Российской Федерации, находился ли он ранее в России, допускал уголовные или административные правонарушения, есть ли у него в России родственники, что это за родственники, где они проживают, ну и где он планирует остановиться при въезде в Россию. На въезде только представители двух служб. Это пограничники на предмет законности его въезда и таможенники на предмет тех предметов и веществ, что человек привозит с собой. Я хотел бы сказать, что лучше всего искать земляков, но это зависит, что это за земляки. Потому что земляки могут быть такие, что они вас поселят в одно жилье, оформят вас в другом жилье, и по российским законам вы тем самым станете правонарушителем. То есть у вас будет фиктивная регистрация, которая является основанием для вашего привлечения к ответственности. Лучше всего, конечно, действовать через через своего работодателя. Есть у нас сейчас специальное общежитие для мигрантов, по крайней мере в Москве такие общежития построены. Ну, а в крайнем случае, конечно, можно действовать, искать через интернет. Но при этом надо четко говорить условия, да, что человек, который вам предоставляет жилье, он официально вас в этом жилье регистрирует, да, то есть вы регистрируетесь там по настоящим документам, может быть, оказывается дороже немножечко, чем если действовать через земляков, но, по крайней мере, не будет оснований для вашего выдворения за пределы Российской Федерации как правонарушителя. Ну, для того, чтобы не попасть в сети мошенников и аферистов, надо иметь в виду первое, что ваша регистрация, оформление вами патента возможно только в случае вашего личного приезда. Такого, чтобы земляк или работодатель взял документы, привез и оформил вам патент, в большей части ситуаций в Российской Федерации невозможно. Оформление регистрации тоже возможно только через ваше личное прибытие, либо через отправку документов через отделение связи. Если земляк говорит, что я сейчас возьму ваши документы и оформлю вам регистрацию, то этот земляк вас обманывает. Миграционную карту нельзя купить в России, ее можно только получить при переезде через границу. Если кто-то вам говорит, что я сейчас вам оформлю настоящую подлинную миграционную карту, несомненно, этот человек является мошенником.
Документ печати в паспорте в России делается только в присутствии владельца паспорта. Если кто-то взял ваш паспорт, ну, кроме случая, если турфирма, которая там имеет право на такого рода услуги при вашем выезде за пределы России, но вам говорят, что вот вы приехали в Россию, все, мы возьмем в УВМ, отнесем ваш паспорт. Эти люди тоже вас обманывают. Ну и, наконец, надо иметь в виду, что если человек не имеет в России патента и не имеет разрешения на временное проживание, он может находиться в России только на протяжении полугода. Если кто-то и при отсутствии у вас разрешения на временное проживание, вида на жительство или патента утверждает, что он вам оформит настоящее разрешение для проживания свыше 6 месяцев, этот человек, несомненно, является мошенником. Обязательно, просто в ином случае, невозможно доказать, что вы туда вселились на законных официальных основаниях. Неформальное вселение, наверное, возможно где-то в сельской местности, где более простые нравы, но в городах, если вы заключаете договор устный на основании доверия к человеку, скорее всего, вы будете обмануты или вас обманут, или вы обманете. Человек должен подать документы в миграционный центр не позднее 10 суток с момента въезда, кроме граждан Киргизии и стран Таможенного союза. Вот, ну, лучше всего, конечно, подать документы в ближайшие 10 дней, при этом надо иметь в виду, что там надо, если человек оформляет патент, там надо иметь достаточно много различных документов, и эти документы могут оказаться просрочены, и если они просрочиваются, то придется их собирать заново. Ну, в принципе, вот в Москве миграционный центр устроен таким образом, что когда люди туда приезжают, они прямо там, на месте, могут практически все документы оформить. Если это экзамен касается истории русского языка, ну, необходимы самые простые знания, которые касаются того, когда была создана Россия, кто был руководителем страны, когда Россия вышла из состава Советского Союза, наиболее крупные города, основные исторические события. Ну, это сведения, которые любой человек, имеющий среднее образование, может выучить за 2 часа. Но языковые знания тоже не очень сложные, поэтому они достаточно простые, но здесь просто человек должен не надеяться. Многие люди думают, ага, мы пойдем, предложим взятку, там вот нам за деньги все это дело сделать. Не надо на это надеяться, дешевле и проще просто самому все это выучить. Медицинские анализы надо сдавать в той организации, которая лицензирована для их оформления. Это надо посмотреть на сайте миграционного центра или на сайте управления просто миграции. В Москве это несколько десятков организаций, которые имеют право проводить медицинское обследование. В принципе, медицинское страхование человека, оно может быть оформлено здесь, на территории России. Единственное, что надо посмотреть, чтобы была фирма не однодневка, посмотреть в интернете, как долго она эта фирма работает, какие отзывы про ее работу. Не бывает таких ситуаций, что эта фирма оформляет медицинскую страховку, а потом не оплачивает эту страховку для своих застрахованных лиц. Ну, если человек сам своими ногами все пройдет, в Москве эти затраты обойдутся примерно в 20 тысяч рублей. В Московской области, насколько я помню, немножко дороже, там 22-23 тысячи рублей, плюс ежемесячное продление. В Москве это будет, по-моему, 4 тысячи рублей, надо информацию проверять. Займет оформление патента примерно 1 неделю. Для трудоустройства нужно 2 документа, это паспорт и патент. Если человек устраивается по профессии, конечно, здесь необходимо ему иметь документы об образовании и медицинскую книжку, санитарная книжка называется, не медицинская книжка. Плюс, если он хочет, чтобы к нему проникли с неким доверием, не лишнее было бы взять рекомендации от работодателей, какие-то, в общем-то, сведения о своей трудовой деятельности. Плюс, конечно, трудовая книжка нужна, если у человека она была. Поиск работы лучше всего производить через своих знакомых, потому что в интернете то, что мы с вами видим, это не всегда соответствует действительности. То есть если мы знаем, что некие земляки устроились куда-то на работу и с ними там честно обходятся, вовремя выплачивают заработную плату, не снижают ее размер, не заставляют перерабатывать больше времени, то, скорее всего, и с этим человеком там таким же образом поступит. Кстати говоря, я рекомендую всем посмотреть, внесены ли их данные
в базу данных ЦБДУИК. Это центральная база данных учета иностранных граждан. ЦБДУИК. Это такая вот единая по стране база, да, человек зарегистрировался на Камчатке, в Москве можно эти данные найти. Бывает такая штука, что человек все сам сделал, прошел, но оператор забыл, перепутал, неправильно его дату рождения внес, отчество что-то там перепутал. Он там сказал Абдуллаев через 2 Л, он Абдуллаев через 1 Л, и все, и он не бьется, понимаете. То есть, наверное, надо вот поинтересоваться, попал ли ты в этот ЦБДУИК, правильно там тебя оформили или неправильно оформили. Когда люди шумят, сильно не нравится, громко смеются, громко слушают музыку, напились пьяными, шатаются там по улице. Вот, когда носятся на машине, когда стреляют из машины, когда обгоняют, когда подставляют, едут без включенного поворотника на машине, когда грубо разговаривает продавец, когда какого-то там человека толкают, когда ходит по газонам. Эти вещи неприемлемы.